уважаемые участники и гости международной конференции. От имени руководства Республики Саха-Якутия я от себя лично приветствую вас на второй международной конференции «Возобновляемая энергетика изолированных системах Дальнего Востока России». Сегодня Дальневосточный регион и особенно Республика Саха-Якутия один из самых перспективных для реализации проектов возобновляемых источников энергии. Якутия сегодня является не только по энергетике объектом внимания, но и как в рамках развития всего Дальнего Востока по той задаче, которая поставлена президентом Российской Федерации. И наша встреча на прошлогодней конференции доказала это, что став первой дискуссионной площадкой, посвященной развитию альтернативной энергетики в непростых условиях регионов Дальневосточного федерального округа. Первой международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России», прошедшей ровно год назад в Якутске, приняло участие более 200 человек, представивших 75 компаний из России и 9 зарубежных стран. Первая конференция послужила катализатором для серии проектов сотрудничества между властями регионов Дальнего Востока, энергокомпаниями и производителями энергооборудования. Сегодня на второй международной конференции в качестве участников конференции зарегистрировалось более 300 представителей бизнеса, науки, федеральных и региональных органов власти, более 20 международных корпораций и компаний. И мы ждем от вас нового толчка в развитии технологий возобновляемых источников. Напомню, что 64% территории республики – зона локальной энергетики, в которой проживает 15% населения. Сегодня в республике локальная энергетика – это 125 дизельных электростанций, для которых ежегодно заводится около 80 тысяч тонн дорогостоящего дизельного топлива. Республика Саха-Якутия имеет несопоставимые с другими субъектами Российской Федерации расходы на дизельную энергетику, которые необходимо сокращать и субсидировать бюджетными или иными источниками финансирования. Придавая особое значение данному вопросу, правительство Республики Саха-Якутия поддерживает развитие альтернативных источников питания. В первую очередь это касается использования солнечной энергии и ветроэнергетики. К примеру, солнечные электростанции ОАО «Саха-Энерго», установленные в Кобяйском, Аймаконском, Верхоянском и Аляпинском улусах, успешно прошли испытания холодом. По итогам 3 лет промышленной эксплуатации получены первые положительные результаты. Мы намерены и дальше в интересах населения оказывать всемирное содействие по строительству объектов, извлекающих электроэнергию из солнца и ветра, в рамках программы по созданию энергоисточников на основе возобновляемых источников энергии, реализуемой РАО ЕС «Востока». В целях развития ветроэнергетики правительством Республики Саха-Якутия в рамках государственного заказа завершается работа по разработке проекта сметной документации по установке ветроэнергетического парка в районе поселка Тикси Булунского района. Следует отметить, что проекты в изолированных районах Дальнего Востока имеют свои специфические требования к техническим решениям, обладают целым рядом особенностей с точки зрения финансирования и возврата инвестиций. Как показывает практика, несмотря на очевидную перспективность данного направления энергетики, для массового внедрения технологий в России сегодня имеется множество препятствий, и главное из них – отсутствие законодательной базы, которая бы гарантировала возврат инвестиций в возобновляемую энергетику. На повестку дня вынесены вопросы, связанные с тарифным регулированием и обеспечением возврата инвестиций с практикой финансирования проектов, в том числе с использованием механизмов энергосервисного контракта. Считаем необходимым внедрять технологии при строительстве новых энергоэффективных жилых домов, что позволит в дальнейшем экономить ресурсы. При этом видим
поддержку со стороны государства при внедрении этих технологий. Эти вопросы требуют внимания и нашего сегодняшнего обсуждения. Уважаемые участники и гости конференции, в эти дни всем нам представлена хорошая возможность для квалифицированного обсуждения проблем, обмена опытом и разработки обоснованных рекомендаций для органов исполнительной власти, энергетических компаний и бизнеса по приоритетным направлениям развития возобновляемой энергетики с учетом лучших практик применения возобновляемых источников энергии. Надеемся, что по итогам нашей работы реализация программы развития возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке покажет свою эффективность, приведет к значительному снижению потребления дорогостоящего дизельного топлива и снижению темпа роста тарифов. Пользуясь случаем, сообщаю вам, что в эти дни наша республика отмечает свой главный национальный праздник Исых, символ якутской культуры, представляющий миниатюры традиционной картины мира народа Саха. В этом году республиканский национальный праздник Исых посвящен якутскому героическому эпосу Лонко, шедевру устного нематериального наследия человечества, и приглашаю вас посетить наш национальный праздник. В заключение своего выступления разрешите пожелать всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, а также интересных впечатлений. Спасибо за внимание.